сейчас на самом деле нужно возрождать и культивировать имидж рабочей профессии. 135 аттың қуаты бар 4 цилиндрлі дизельді қозғалтқышпен жабдықталған Lavol 1304 менің ту сыртымда. Если говорить о посевном комплексе Amazon, это наш новый проект совместно с большим промышленным гигантом компании Amazon Германия. Қадірлі ағайын, біз Агромаш холдингтің әлеуметтік жобалар жайлы сөз қозғағаннан кейін әлеуметтік бөлікті неге көрсетпеске. Сейчас в Казахстане 8 заводов, которые занимаются производством сельхозтехники. Қазақстанда жетістікке жеткен компаниялар, азаматтар баршылық екен, соны көрмекке, көрсетпекке жолға шықтық. Давайте в социальных сетях мы не будем рассказывать о том, как блогеры зарабатывают себе на Порше, а будем рассказывать о ребятах, Кайратах, Динар, Кать, Ельдосах, которые работают здесь на производстве, становятся классными инженерами, обретают профессию и создают продукты. То есть нам нужно все-таки начинать возрождать культ рабочей профессии и говорить о том, что да, ребята, нужно идти в производство, и это не стыдно, и здесь хорошие заработные платы, классные условия, вас учат, и реально крутые проекты. Қазақстан аграрлы держава, ел экономикасының негізгі тірегінің бірі ауыл шаруашылығы. Ал осы саланы заманауи отандық техникамен қамтамасыз ету стратегиялық маңызды міндет. 135 аттың қуаты бар 4 цилиндрлі дизельді қозғалтқышпен жабдықталған Lavol 1304 менің ту сыртымда. Амансыз ба көрермен, біз бүгін Қостанайда осы өнімдерді шығаратын Агромаш холдинг компаниясында қонақтамыз. Агромаш холдинг зауыты елдік міндетті ойдағыдай атқарып, отандық ауыл шаруашылығы техникасын жасау саласында көш бастап келе жатқан кәсіпорынның бірі. 2003 жыл Агромаш холдинг компаниясының негізі қаланды. Бастапқыда компания ауыл шаруашылығы техникасын сатумен және қызмет көрсетумен айналысты. 2007 жыл компания есір астық жинайтын комбайндарын құрастыруды бастады. То, что сейчас видите вы, происходило не сразу. Как говорят же, ребенок не начинает сразу, родившийся, ходить. То есть начинает ползать, начинает вставать неуверенно на ноги, идти потихонечку, и потом начинает идти и бежать, да? То же самое с промышленностью, то же самое с такими предприятиями, как наш завод. То есть изначально мы начинали с обычных, простых операций, где ребята, как принято там говорить в общественном поле, прикручивали колеса, начинали с этих моментов, когда только приходили элементарные детали, и специалисты учились это делать. Потому что нужно признать, что большая часть технических специалистов из Казахстана уехала. Вот сейчас найти инженера-технолога, токаря, фрезеровщика — это днем с огнем. Когда мы в первый раз поехали в Германию и прошли на конвейер, там большое количество наших земляков работает. Я иду, и мне буквально вот мужчина говорит: а вы откуда? Я говорю: с Кустаная. Он говорит: я тоже, я из Федоровки. Он из Федоровского района, когда-то давным-давно в период развала он уехал туда, я остался там. Он говорит: слушайте, а у нас здесь из Казахстана много специалистов. Все работаем инженерами, конструкторами, технологами на сборке. То есть был момент, когда технические специалисты уезжали из Казахстана. Да, действительно, это нужно признать. И мы потеряли эту техническую базу. И сейчас, вот со временем, мы ее восстанавливаем. Біз дәл қазір Агромаш холдингтің өндіріс алаңында тұрмыз. Осы жерде дайындалған өнімдер Қазақстанның әр түкпіріне жеткізіліп, және агроөнеркәсіп кешенінің дамуына айтарлықтай үлес қосып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, жұмыс қызу жүруде. Дәл осы жерде дайындалған өнімдердің басты ерекшелігі климаттық жағдайларға бейімделген және жоғары өнімділікпен ерекшеленеді. Өндірістік алаңы 50 000 шаршы метрді құрайды. Қуаттылығы жылына 4000 трактор мен комбайн. 100-ден аса заманауи станоктар мен өндірістік желілер. Штатта 700 қызметкер
еңбек етеді. Самое важное, что мы начали свою систему интегрировать с университетами. То есть программы интегрируются. Преподаватели с вузов и с колледжей проходят у нас практику, смотрят, а что такое инженер, а что нужно инженеру-конструктору, а что такое токарь, а что такое технолог, а что такое инженер по логистике. И только после того, как эта система начала более или менее синхронизироваться, пошли качественные кадры на завод. На самом деле процесс сварки трактора или сварки автомобиля – это сложный процесс. И этому нужно учить ребят, и мы этому учили. Несмотря на то, что был хейт в общественном поле, мы молчали и просто продолжали работать. Сейчас такие проекты, как Kia, такие проекты, как шинный завод, инвесторы приходят и верят в Казахстан, потому что они видят, что у нас есть инженера, молодые наши с вами ребята, которые не хуже, чем специалисты в Германии, не хуже, чем специалисты в России, и тем более не хуже, чем специалисты в Узбекистане. И они доверяют эти проекты нам. То есть возрождение промышленности, оно происходило медленными темпами. И сейчас, мне кажется, да, мы еще в таком периоде, когда все развивается, но, мне кажется, большое количество различных проектов не только в сфере машиностроения, в сфере пищевой промышленности, в сфере тяжелой промышленности, они есть. И об этом нужно говорить, показывать, рассказывать. 2011 жыл 6 класста есіл астық жинайтын комбайндардың өндірісі басталды. 2019 жыл компания өндірісті кеңейтіп, жаңа техника түрлерін нарыққа шығарды. Лавол тракторларын құрастыруды қолға алды. У нас очень много партнеров с большим мировым именем. Компания Amazon, компания Кировец, компания Kia, компания Chevrolet, Шкода. И так или иначе эти компании развивают нас. То есть вот компания «Класс» — это один из мировых лидеров производства сельхозтехники. Мы начали с ними совместную кооперацию продуктов. То есть мы производим для них детали. И вы знаете, когда вот они первый раз прислали нам чертежи, мы такие, да, мы сделаем. Начали делать, а не все так просто. Немецкие стандарты компании «Класс», они очень высоки. И мы почти 8 месяцев вели совместный проект, чтобы добиться того качества, которое нужно было нашим партнерам из Германии. Наши ребята ездили туда, в Германию, на завод «Класс». Их команда приезжала сюда, учила, внедряли программное обеспечение, работали над качеством, внедряли какие-то инновационные подходы. И каждый раз, когда приходят сюда новые партнеры, они поднимают планку все выше и выше. От уровня производства, заканчивая культурой производства, трендами производства. И четвертое – это, конечно, цифровизация. Без цифровизации такие объемы выполнять просто невозможно. 2021 жылы Қазақстандағы тұңғыш локализациялық орталық ашылды. Онда лавол тракторлары мен комбайндары, алтын дән сепкіштері және тағы басқа техникалар шығарыла бастады. 2022 жылы лавол тракторларының кабиналарын дәнекерлейтін жаңа өндірістік участке іске қосылды. Металлургиялық цех жаңғыртылды. 2024 жылы Amazon компаниясымен серіктестік орнатылып, Қостанай зауытында осы брендтің себу кешендерін өндіру басталды. Динара ханым, қазақта сөз бар ғой, не істесе де, көрсетсе де, айтса да, маман айтсын деп, біз енді мынау жаңағыда тұрған техникаларды таныстырып өтуге болар еді. Десе де нағыз маманның, әрі басшының таныстырғаны бөлек болар. Сондықтан енді біз қай жерде тұрмыз, мынау қандай техникалар, сол жайлы айта кетсеңіз. Мы находимся в локализационном центре. Здесь мы производим несколько брендов. Это трактора марки «Лавол», это комбайны марки «Есиль», это посевные комплексы, наш новый проект Amazon. Да, вот как раз сейчас здесь он находится, посевной комплекс «Кондор», 12-15-метровый, а рядом с нами находится «Лавол», 260 лошадиных сил. Если говорить об этом тракторе, это один из самых продаваемых тракторов в Казахстане. В этом году мы произвели порядка 1200 единиц этого трактора, от 35 до 300 лошадей. И в следующем году планируем порядка 2000 единиц этой техники реализовать. Она также продается по программе льготного лизинга. И я вам хочу сказать, что мы производим эту технику с 2019 года. Уже делаем кабину, большое количество навесного, прицепного оборудования на эту технику. И будем только увеличивать объем. Он подходит как для крестьянских, фермерских хозяйств, так и, например, для таких компаний, как Тазажол, Тазалог, Казавтожол. То есть эта техника используется еще в дорожно-строительном направлении. Вот буквально, если видели, там возле Афорды ездит наш маленький лавол. Я видел ваш маленький лавол, да. И вот он как раз чистит снег. Более того, эта техника подходит для садов. Поэтому очень широкий спектр применения. Поэтому порядка 2000 единиц в следующем году этой техники будет произведено и реализовано на территории Казахстана. Если говорить о посевном комплексе Amazon, это наш новый проект совместно с большим промышленным гигантом компании Amazon Германия.
Мы начали этот проект в этом году, и в этом году уже подписываем соглашение о промышленной сборке. Это посевной комплекс. Он также, кстати, может агрегатироваться с трактором «Лавол». Поэтому, порядка 50 комплексов в следующем году мы произведем и поставим тоже по всему Казахстану. Если говорить в целом о планах, то в этом году мы произвели 400 комбайнов, 1200 тракторов и порядка 500 тысяч различных наименований деталей. Я говорила о том, что локализационный центр концентрируется не только на производстве сельхозтехники, но и на производстве мелких деталей, разных деталей. В следующем году будем объемы увеличивать. 2000 тракторов, 500 комбайнов, посевные комплексы, жатки. Поэтому я думаю, что следующий год закончим, если говорить об общем объеме, порядка 5000 единиц техники. Ну и тоже планируем, что не менее 500 тысяч единиц деталей. Это наш план. Агромаш холдинг зауытының өндірістік қуаты заманауи технологиялар мен білікті мамандардың үйлесімді жұмысының нәтижесі. Это, как мы называем, про-модель. Потом вот ее мы формуем в землю, заливаем алюминий. Уже в алюминии мы обрабатываем все, делаем полностью. Вот здесь заложены допуски, припуски на мехобработку, все. Мұнда әрбір бөлшек мұқият дайындалып, жоғары сапалы ауыл шаруашылығы техникасы құрастырылады. Я эту работу видела с детства. У меня родители металлурги, оба были, мама и папа. В свое время очень часто я ездила на работу как-то это. И, знаете, когда я школу закончила, в общем-то, такого выбора, мне это нравилось, меня это тянуло к этому. Я и заканчивала Магнитогорский горно-металлургический институт. У нас, как говорится, практики были, это КАМАЗ, Харьковский тракторный завод, Магнитогорские заводы, то есть производство именно нас, вот как производственников. И когда даже, честно говоря, я сюда приехала, я сама жила в Рудном, в Кустанае, строился Кустанайский дизельный завод. И, ребят, когда даже мы здесь приехали посмотреть, у меня муж был тоже металлург, знаете, первое, мы, конечно, были в шоке, что какое мы увидели здесь оборудование, что ни на КАМАЗе, ни тем более в Харькове, в Магнитогорске такого не было. Здесь было действительно универсальное оборудование. Некоторые станки тут даже с европейских выставок забирали в единственных экземплярах. То есть даже по литью у нас был цех цветного литья, цех чугунного литья. И для двигателя, двигатель на КАМАЗ, вы представляете, да, мы полностью 100% закрывали нашим литьем. В прошлом, да? Да, в прошлом. Потом, как говорится, потихоньку работали, выживали. Когда в 2003 году у нас Агромаш холдинг, ребята, конечно, очень обрадовались. Очень многие вернулись с базаров, потому что, это наше. Может, еще, знаете, когда мы сюда приехали, завод молодой, коллектив был молодой, дружный, как-то все трудности старались все вместе преодолеть. Было интересно, ребят. Было интересно настроить, запустить, наладить. И когда уже увидели первый двигатель, тут даже просто гордость, что мы делаем лучше. Здесь уже, что наши детали, по крайней мере, за свое литье я даю 100% гарантию. Я уверена, что оно будет работать и будет работать как положено. Потому что, как говорится, мы тоже, да, не боги, но мы следим за качеством литья. И бывает, потому что здесь нельзя предсказать, нельзя просчитать. Даже в этой земле металл может повести себя по-разному. И где-то, если и брак, то мы досконально проверяем каждую отливку, мы просто откидываем, ничего. Если говорить о конкретно предприятиях нашей группы, то здесь нужно говорить, что мы предоставляем базово хорошие условия. Во-первых, нормальная заработная плата, премии, обучение. То есть ребята учатся постоянно как на территории завода, так и выезжают. Мы большое количество ребят вывозим на наши заводы-партнеры. В Китай, в Корею, в Германию, в Италию, в Америку, в Россию, в Узбекистан. То есть мы постоянно их возим и учим. А более того, если говорить о нашем заводе, питание бесплатно на производстве. Доставка на завод тоже бесплатна. И самое важное, у тебя нормальные условия труда. То есть ты видишь перспективу, кем ты можешь стать, какие ты компетенции обретаешь, как твоя карьера может развиваться. И мне кажется, это один из самых мотивирующих факторов. И плюс, наверное, стабильность – это очень важно в текущем
времени, что ты точно понимаешь, какую заработную плату ты получишь, кем ты будешь работать, все мы семьи кормим, поэтому нам очень важна стабильность. Сейчас находитесь в локализационном центре. Это единственный локализационный центр в Казахстане. Здесь ежегодно выпускается свыше 1500 единиц техники. Помимо самоходной техники выпускается прицепная и навесная техника. В данном локализационном центре работает свыше 600 сотрудников только на производстве. Изготавливается не только продукция, которая применяется в нашей линейке, но помимо этого идет по проекту соглашения о промсборке. По промышленной кооперации еще поставляются компоненты для завода «Класс». Агромаш холдинг отандық ауыл шаруашылығы техникасын өндіру саласының көшбасшысы. Компанияда қазірдің өзінде 700-ден астам жоғары білікті жұмысшы маман еңбек етеді. Зауыттың өндірістік қуаты, заманауи технологиялары және әлемдік брендтермен серіктестігі жұмысшы мамандықтардың беделін арттыруға, жас мамандарды тартуға және олардың біліктілігін дамытуға зор мүмкіндік береді. Производится свыше 250 тысяч различных деталей. То есть, как повторюсь, не только для нашей линейки, но и для других заказчиков и других партнеров. Все, что вы видите из металла, все изготавливается здесь. У нас парк станков составляет свыше 110 только новых станков. Помимо этого, вы видели, у нас еще есть 2 корпуса мехобработки и литейного цеха. Литье также применяется для нашей продукции и для продукции, которую используют наши партнеры. Но у нас на заводе, если вы вот сейчас как раз видели, у нас есть камера порошковой покраски, которая единственная на территории Казахстана у сельхозпредприятия, которое занимается производством сельхозтехники. То есть мы красим самостоятельно здесь, на территории завода. Если говорить, у нас огромное количество систем, которые мы работаем, внедряем постоянно с точки зрения цифровизации. Это 1С система, но она достаточно стандартная, но тем не менее. Изначально там раньше, помните, мы там работали в экселевских документах, сейчас цифровизация, она сквозная по всему холдингу. И если говорить о каких-то инновационных вещах, то в производстве эти инновационные вещи каждый раз случаются. Это станки. То есть раньше мы работали на старых станках, они вручную, вы видели, такие синие станки старые. То сейчас это многофункциональные комплексы, которые делают 3-4 операции. Это элементы программирования. То есть это чистая цифровизация. Ты загружаешь чертеж в этот многофункциональный комплекс, и комплекс работает самостоятельно. Оператор только наблюдает за этим процессом. Раньше было очень много ручного труда на предприятии. Сейчас за счет того, что у нас порядка 150 единиц станков оборудования, и все эти станки, они в основном с высокой долей цифровизации и с высокой долей автоматизации, практически все, что мы делаем, уже не имеет ручного труда. Это все-таки уже продукт цифровизации. Агромаш холдинг тек қана ауыл шаруашылығы техникасын өндірумен айналысып қана қоймай, сонымен қатар әлеуметтік жауапкершілікке үлкен мән береді. Компания түрлі іс-шаралар мен бағдарламалар арқылы жастарды жұмысшы мамандықтарына қызықтырып, олардың еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуына жағдай жасайды. Одан өзге жергілікті қауымдастықтарды қолдау, білікті кадр даярлау, қайырымдылық пен қоршаған ортаны қорғау ісінде белсенді. Қадірлі ағайын, біз Агромаш холдингтің әлеуметтік жобалар жайлы сөз қозғағаннан кейін әлеуметтік бөлікті неге көрсетпеске. Менің оң қапталында, сол қапталында 4-5 номерлер тұр. Бұлар осы холдингте жұмыс істейтін азаматтардың жатақханасы. Яғни сіз Агромаш холдингте жұмыс істейтін болсаңыз, онда жатын орынменде қамтамасыз етеді екен. Мен қазір келіп тұрған мына бір бөлме, бұл отбасылы азаматтарға арналған. Ішінің барын көріп тұрсыздар, өте жайлы, қолайлы. Әрмен қарай осы тұрмысқа қажетті заттардың барлығы бар ішінде, тіпті жуғыш щеткаға дейін. Үйден шыққаннан кейін мына қапталда алғашқы бөлмеде кір жуып, оны кептіретін, одан кейін әрмен қарай душ тағысын тағы, яғни жуынуға арналған бөлме. Одан шыққан азаматтар ас бөлмеге келеді. Бұнда да
жайлылықтың бәрі жасалған екен. Все-таки социальная ответственность бизнеса – это действительно очень важно. И я вам хочу сказать, что это очень страшно, когда в стране случаются какие-то такие вещи, например, как паводки. Да. У нас там года 2 назад сгорел наш лес в Костанайской области, да, и, наверное, вот тогда, в эти моменты, ну, компания просто приостановила в одночасье свою деятельность. Все сотрудники компании были и на пожарах, они и тушили, и помогали, и на паводках помогали, всю технику туда отправляли. Более того, группа компаний отправила порядка 3 миллиардов тенге в фонд для поддержки пострадавших от паводков. Мы передавали огромное количество техники. Ну и если говорить о постоянных социальных проектах, у нас есть детский дом, который мы курируем. Мы никогда не кричим о проектах социальных, потому что, по мне, ну, если ты помогаешь, об этом не надо кричать. Практически мы там, если говорить о тоже социальной активности бизнеса, мы очень серьезно поддерживаем развитие казахского языка в регионе. То есть мы открыли 2 кафедры, 2 новые профессии, именно технические профессии казахского языка в автодорожном колледже. Мы создали словарь именно технических терминов на казахском языке. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялауы еліміздің индустриалды дамуына серпін беретін маңызды қадам. Әсіресе Агромаш холдинг сияқты ірі машина жасау кәсіпорындарында тыңбай еңбек етіп жатқан мамандар үшін еңбектің еленер жылы болмақ. Был период, когда к нам на заводы никто не хотел идти работать. Молодежь не хотела идти работать на заводы. Почему? Потому что она считала, что это непрестижно, что это низкая заработная плата, что это, вот знаете, вот ты вот по локоть в мазуте, в грязи будешь. Сейчас же это совершенно... Вы были в цеху, вы видели, какая чистота, вы видели наших инженеров, которые ходят в таких вот куртках, вы видели столовую, вы видите кабинеты, в которых мы работаем. То есть сейчас на самом деле нужно возрождать и культивировать имидж рабочей профессии. Это то, о чем очень классно сказал глава государства, что в следующем году мы объявляем годом рабочей профессии. Так давайте об этом говорить, давайте показывать. Давайте в социальных сетях мы не будем рассказывать о том, как блогеры зарабатывают себе на Порше, а будем рассказывать о ребятах, Кайратах, Динар, Кать, Ильдосах, которые работают здесь на производстве, становятся классными инженерами, обретают профессию и создают продукты. Неважно в какой сфере. В пищевке, в машиностроении, в тяжелом машиностроении, в сельском хозяйстве. То есть нам нужно все-таки начинать возрождать культ рабочей профессии и говорить о том, что, да, ребята, нужно идти в производство, и это не стыдно, и здесь хорошие заработные платы, классные условия, вас учат, и реально крутые проекты. И мне кажется, что тогда, наверное, ситуация будет очень быстро меняться. Менің атым Қабдраш Жандос, жасым 23-те, Арқалық қаласында дүниеге келдім. 2018 жылы колледжді токарлық іс мамандығы бойынша бітіріп, отан алдындағы борышымды өтеп келгеннен кейін, осы Агромаш заводына өз мамандығым бойынша жұмысқа орналастым. Біз әріптестерімізбен бірге тракторлар мен комбайндардың бөлшектерін өңдеу процесімен айналысамыз. Менің тәлімгерлерім үнемі өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, қолдау білдіріп жүреді. Ең бастысы, ұжымдастарым ұйымшыл, өзімнің мамандығым, жұмысым өзіме ұнайды. Агромаш холдинг сервистік сату желісі Қазақстанның барлық астықты өңірлерінде орналасқан. 9 филиал мен 11 өкілдіктен тұрады. Бұл тұтынушыларға өздеріне жақын жерден қажетті қызметті алуға мүмкіндік береді. Сервистік орталықтарда 200-ден астам жоғары білікті маман жұмыс істейді. Компания өз қызметінің географиясын кеңейтуді жоспарлап отыр. Жақын арада Алматы қаласында жаңа филиал ашылады. Сондай-ақ 2025 жылы Қостанай, Өскемен, Астана, Шымкент, Павлодар және Қарағанды қалаларында жаңа сервистік орталықтар ашу жоспарлануда. Я хочу вам сказать, что Агромаш холдинг сейчас в Казахстане работает в условиях жесточайшей конкуренции. И это можно посмотреть по доле рынка. То есть наша доля рынка, она вот так вот очень сильно плавает. Сейчас в Казахстане 8 заводов,
которая занимается производством сельхозтехники. Но вы абсолютно правы, что мы не имеем конкурентов с точки зрения оснащения. То есть мы самый локализованный завод в Казахстане. Конкурентов с точки зрения технического оснащения нет. Но с точки зрения продукции, которая представлена на рынке, да, 8 заводов, которые производят в той или иной степени продукцию и представляют ее на рынке. То есть много брендов зашло на территорию Казахстана, но если говорить о все-таки техническом потенциале компании, наверное, вы правы, мы номер один. Если говорить о мировой арене, то большое количество компаний, но это уже теперь не наши конкуренты, это наши партнеры. То есть Amazon, Class, Deutz-Fahr, Lowell, то есть это мировые производители сельхозтехники, которые являются нашими партнерами. И мы очень многому у них учимся. Компания 2025 жылды ресми түрде сервис жылы деп жариялады. Қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында филиалдарға 100-ге жуық JAC T6 автокөлігі сатып алынды. Сервистік орталықтардың инфрақұрылымын жаңғыртуда және техникалық жабдықтауды жақсартуға шамамен 5 миллиард теңге инвестиция салуда. В основном наша продукция направлена на мелкие и средние крестьянские хозяйства. Да, в этом году мы тоже продаем технику крупным агрохолдингам, но если говорить в процентном соотношении, то 60, наверное, даже 70% продукции – это как раз мелкие и средние крестьянские хозяйства. То есть у нас есть крестьянские хозяйства 500 гектар, у нас есть крестьянские хозяйства 1000, 2000, 5000 гектар. Гораздо меньше клиентов, которые сеют свыше 20 тысяч гектар. Поэтому, если говорить о нашей компании, то это все-таки мелкий и средний бизнес. Мы все-таки ближе вот к этим фермерам. Қымбатты көрермендер, жетістік жобасын көрдіңіздер. Түбірі жет, іс, тік әрқайсысын жеке-жеке алсақ та белгі бір мағына беріп тұр. Жына бөлек қойсақ, етістік қимыл қозғалысты білдіреді. Қазақстанда жетістікке жеткен компаниялар, азаматтар баршылық екен. Соны көрметке, көрсетпекке жолға шықтық. Арнамыздан алыстамаңыздар.